Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня 1 октября, Всемирный день пожилого человека. О том, сколько людей пожилого возраста живут в нашей республике и какие меры социальной поддержки для них оказываются, мы поговорим с министром труда и социального развития Якутии Еленой Волковой. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Кого мы можем официально отнести к категории пожилых людей и сколько их в нашей республике проживает? Ну, если говорить о традиционных подходах в соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения, то к пожилым людям относятся люди старше 60 лет. Такого возраста у нас проживает в республике почти 150 тысяч человек. Ну и вообще необходимо отметить, что численность населения старше трудоспособного возраста у нас ежегодно увеличивается, повышается продолжительность жизни. И что вот такой очень интересный момент, у нас увеличивается численность людей старше 100 лет. Их у нас сегодня 22 человека. И вот буквально на днях мы поздравили замечательного человека со 100-летним юбилеем. Это жительница Тампонского района, Калабина Любовь Николаевна, участница войны, фронтовик. Вот. Ну и сейчас, пользуясь случаем, если можно, еще раз я хочу ее поздравить с этим прекрасным, замечательным событием и пожелать здоровья. И пожелать здоровья, конечно, сегодня всем нашим представителям старшего поколения, здоровья, ну и, конечно, активного долголетия. Давайте напомним нашим телезрителям, особенно подрастающему поколению, о смысле сегодняшнего дня, для чего он был придуман и в чем его особенность. День пожилого человека – это всемирный день, то есть во всем мире день будет отмечаться сегодня. И, конечно, в каждом районе нашей республики пройдут те или иные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Конечно, мероприятия пройдут в основном в дистанционном формате в связи с ограничительными мерами, значит, по профилактике распространения инфекции. Но, тем не менее, самый главный смысл этих всех мероприятий – обратить внимание общественности на трудности, на проблемы, с которыми сталкивается сегодня пожилой человек. И эти мероприятия, и мы говорим, пожалуйста, обратите внимание, посмотрите вокруг себя. Может быть, есть где-то одинокий пожилой человек, который требует дополнительной помощи. Не забывайте своих родных и близких, о своих родителях, бабушек, дедушек. Позвоните им. Позвоните родителям. Позвоните родителям. Какие проекты и программы сегодня реализуются для пожилых граждан? Ну, здесь я, конечно, в первую очередь хочу остановиться на региональном проекте, национального проекта демографии. Это региональный проект «Старшее поколение». Сегодня для нас основной проект, который мы реализуем совместно с Министерством здравоохранения, Министерством спорта. Ну, это такой межведомственный проект, мероприятия которого направлены, первое, да, это развитие гериатрической помощи здравоохранения, это развитие системы социального обслуживания, то, чем мы занимаемся. Да. Во-первых, через расширение как сети тех организаций, которые предоставляют социальную услугу пожилому человеку. Да. В частности, мы занимаемся в данном случае через подключение негосударственного сектора. Да. Ну и, конечно, для нас очень важное направление – это укрепление материально-технической базы тех государственных учреждений стационарного обслуживания. Например, в этом году введен объект стационарной организации в Вилюйском районе, где у нас также проживают пожилые люди, требующие особой заботы государства. Да. Одновременно мы ведем строительство в Алекминском районе стационарной также организации, где будут также созданы уже в следующем году, к концу года будет ввод, также будут созданы там комфортные, безопасные условия для проживания пожилых людей. Ну и у нас в этом месяце буквально состоялось торжественное мероприятие по установке первой сваи будущего строительства объекта уже в Намском районе, где также к 2024 году должны ввести
новый дом-интернат, также который обеспечит комфортные и безопасные условия для проживания для тех пожилых людей, которым необходима дополнительная посторонняя помощь. Что касается социальных услуг, наряду вот со стационарной помощью, большое внимание мы уделяем развитию стационарозамещающих технологий. В первую очередь это развитие института приемных семей для пожилого человека. У нас реализуется программа региональная «Вместе к активному долголетию 55+.» Основная задача — это максимальное вовлечение наших пожилых граждан в оздоровительные мероприятия, значит, культурно-досуговые мероприятия, да, с тем, чтобы человек чувствовал себя не одиноким, чувствовал себя востребованным, да, мог, значит, быть вовлечен в общественную деятельность. У нас очень хороший есть, значит, в этом направлении механизм — это школы третьего возраста. Школа третьего возраста — это как раз то сообщество, где люди у нас собираются, где обмениваются опытом, где учатся каким-то вот вещам. Да. Я с большим удовольствием всегда принимаю участие, не всегда, так скажем, периодически, да, значит, в мероприятиях, которые проводит школа третьего возраста. И, конечно, с большим удовольствием мы отмечаем, что наши люди и танцуют, и поют, и занимаются рукоделием. Это и ушу, цигун, и различные вот такие оздоровительные мероприятия. Конечно, сейчас все это проходит максимально в дистанционном формате, но тем не менее наши представители старшего поколения умеют сегодня работать, и в Zoom они занимаются. Поэтому сейчас, пользуясь случаем, я бы пригласила, значит, всех тех, кто заинтересовался, стать курсистом школы третьего возраста. Ссылки, значит, в социальных сетях у нас можно посмотреть на нашем аккаунте в Министерстве труда. Это, конечно, также направление сейчас развивается серебряного волонтерства. Если говорить о финансовой помощи, да, уже, значит, пожилым людям, здесь необходимо отметить, в случае, если пенсия ниже прожиточного минимума, выплачивается дополнительная региональная социальная доплата до прожиточного минимума. Есть дополнительные социальные выплаты при наступлении 70 лет. Да, то есть из республиканского бюджета выплачивается определенная доплата. Уже при наступлении 80 лет пенсионный фонд доплачивает к пенсии определенные доплаты. И ряд, конечно, ежемесячных выплат и льготным категориям, как ветераны труда, ветераны тыла, отдельные категории граждан. Это предусматривается у нас сегодня в нашей государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Саха-Якутия». Здесь остановлюсь все-таки, значит, немаловажное направление, которое сейчас, значит, мы развиваем, это карта жителей Якутии. Карта жителей Якутии — это карта, которая позволит нашим льготным категориям, включая ветеранов труда, ветеранов тыла и так далее, значит, получать дополнительные, так скажем, преференции, льготы, скидки как в торгово-сервисных предприятиях, да, сейчас эта работа, значит, ведется, а также получать те, значит, предусмотренные ныне социальные услуги. Допустим, значит, человек идет в какой-то спортивный объект, да, например, там, учреждение культуры, и имея определенные скидки, с картой жителей Якутии уже нет необходимости подтверждать какими-то дополнительными документами. Такую работу мы сейчас ведем. Вы рассказали о стационарных учреждениях, где пожилым людям оказывается помощь. Сколько у нас всего одиноко проживающих пожилых людей и в каком случае их направляют в социальные учреждения или дома престарелых? Во-первых, значит, что касается социальных услуг для одиноко проживающих граждан, требующих посторонней поддержки, во-первых, конечно, у нас есть социальная услуга — это социальное обслуживание на дому.
То есть если человек действительно одиноко проживает и нуждается в дополнительной поддержке, к нему приходит социальный работник. Да? Значит, социальный работник предоставляет определенный, так скажем, объем услуг, ну, в основном это такие бытовые, да, помощь, значит, и в приготовлении пищи, и, соответственно, таких людей у нас на учете, на обслуживании порядка 5000 человек. Вот. Ну вот, да, мы уже сегодня говорили о том, что есть, конечно, и стационарная организация, где проживают у нас также одинокие люди, которые требуют постоянного ухода, да, и включая медицинскую помощь. Да, вот. Но, конечно, здесь все-таки мы говорим о том, что и стационарозамещение — это вот на сегодня для нас такое перспективное направление, которое позволит все-таки человеку проживать в семье. Еще существует программа «Приемная семья». Расскажите подробнее, что это за программа и как она реализуется? Ну вот как раз вот эта вот стационарозамещающая технология «Приемная семья», то есть она направлена на то, чтобы, ну, во-первых, сохранить, значит, возможность для человека остаться в семье, да, и, значит, направлена, конечно, на ликвидацию очередей в стационарной организации. И таких приемных семей у нас уже создано 220 семей по всей республике, да, ну, в 29 районах, и включая город Якутск. Такие приемные семьи для граждан пожилого возраста у нас уже созданы. Вообще эта программа работает с 2013 года. В ближайших, значит, ну, мы планируем, что это количество должно быть увеличено до 250. Вот, соответственно, мы предусматриваем на это определенные ресурсы. Есть вознаграждение для ежемесячное вознаграждение для такой приемной семьи. Оно у нас составляет около 21 000 в месяц. Вот. И, конечно, сейчас уже, пользуясь случаем, я бы хотела обратиться к тем людям, кто задумался об этом, кто хочет подарить, так скажем, тепло, свою заботу пожилым людям, требующим такого постороннего, значит, ухода. Да. Если вы об этом задумались, пожалуйста, обращайтесь в наши территориальные органы соцзащиты в районах и, конечно, в наше министерство. Мы обязательно поможем, расскажем, и вы уже примите решение. Елена Александровна, коротко в завершении, что бы вы пожелали пожилым людям в этот замечательный день? Ну, в этот замечательный день, конечно, да, конечно, мы желаем всем нашим представителям старшего поколения, конечно, здоровья. Крепкого здоровья, заботы родных и близких, ну и, конечно, активного долголетия. Елена Александровна, спасибо, что пришли к нам. Желаем вам дальнейшей успешной работы. И с праздником еще раз. Спасибо. А я напомню о мерах соцподдержки пожилых людей. Нам рассказала министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.